Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камшик-Шара. И сегодня в программе. Итоги работы за 5 лет. Брифинг депутатов 6-го созыва Сухумского городского собрания. Чем опасно строительство без соблюдения норм безопасности? Специальный репортаж программы. Архитектура города, проекты, идеи и перспективы. В Центральном выставочном зале Сухума открылась выставка работ молодых архитекторов. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 179 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 32 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 35 человек, в тяжелом состоянии 10 пациентов. В Гудаутской ЦРБ 3 апреля скончалась пациентка 1939 года рождения. У женщины была подтверждена новая коронавирусная инфекция. В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Ачимчирской ЦРБ 11, в Гагарской ЦРБ 6, в Скворчалской ЦРБ 2. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 542 человека. Зарегистрировано 215 летальных случаев. Выздоровели 13 052 человека. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обратился к гражданам республики. В обращении говорится: уважаемые сограждане, друзья, медики Абхазии, как известно, на днях я завершил курс лечения в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России в Москве после заболевания коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала тяжело, однако в результате первичной помощи, оказанной в Гудаутской центральной районной больнице, выполняющей в последнее время функции главного ковид-госпиталя республики, и последующего интенсивного курса лечения в Москве, эти трудности преодолены. Я знаю, что наши граждане проявляли искреннюю обеспокоенность состоянием моего здоровья, желали мне скорейшего выздоровления. Мне это помогало в борьбе с болезнью, и я сердечно вам всем благодарен. Никогда не сомневался в серьезности угрозы здоровью человека, которую несет в себе новая коронавирусная инфекция. А пережитый личный опыт дает мне еще больше оснований также настойчиво призывать всех к ответственному соблюдению мер предосторожности и неукоснительному выполнению предписаний специалистов. Коронавирусная инфекция весьма коварна, а риски, связанные с заболеванием ею, слишком высоки. Именно поэтому каждый из нас обязан ради собственного благополучия, ради жизни и здоровья родных и близких не забывать об угрозах пока еще не побежденной эпидемии. Только наши коллективные усилия позволят преодолеть эту проблему. Еще раз искренне благодарю всех вас за поддержку и желаю крепкого здоровья. Это было обращение премьер-министра Александра Анкваб. На 91-м году ушел из жизни народный артист Абхазии, известный театральный деятель, заслуженный работник культуры Николай Чиковани. Соболезнования родным и близким по случаю его смерти выразил президент Аслан Бжаня. Кончина Николая Константиновича стала большой утратой для абхазской культуры. Его талант, сценические образы, которые не спутать ни с чем, его любовь к жизни и исключительное чувство юмора навсегда останутся в памяти народа Абсна. Отмечается, в частности, в телеграмме соболезнования главы государства. Соболезнования семье Николая Чиковани также выразили министр культуры Гудиса Агрба и посол Абхазии в России Игорь Ахба. Под председательством первого вице-премьера Беслана Джопуа состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения видного государственного деятеля, героя Абхазии, кавалера ордена Ахцапша первой степени Сергея Платоновича Дбар. В работе заседания приняли участие члены госкомиссии: министр обороны Владимир Ануа, министр культуры Гудиса Агрба, генеральный директор АГТРК Ирина Агрба, глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа, председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуня, вдова генерала Римма Дбар, сотрудник Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар Гугуца Джикерба.
Мы подготовим уже в ближайшие дни необходимые материалы, чтобы мы могли бы поконкретнее обсудить и программу проведения юбилея. И думаю, что мы, видимо, в пятницу встретимся еще раз и уже конкретно обсудим все моменты, которые должны мы провести, каждая вот из своей стороны, с вашими предложениями уже. Центр социально-экономических исследований запустил новый проект «Инновационное общество и молодежь». Его целью является формирование элитной части молодого поколения, способной вести творческую работу, а также активную гражданскую деятельность на уровне современных требований. Экспертная группа будет формироваться из представителей науки и культуры, специалистов, предпринимателей, государственных служащих, депутатов, журналистов и общественных деятелей. Целевая аудитория – молодежь в возрасте от 18 до 33 лет. Проект «Инновационное общество и молодежь» будет завершен в конце текущего года. С полной информацией можно ознакомиться на странице Центра социально-экономических исследований в Facebook. Мы хотим задействовать все население Абхазии, в первую очередь молодежное население Абхазии, в те текущие вызовы современности, которые перед нами сегодня стоят. Потому что эти новые современные вызовы, они требуют решения с помощью новых подходов, новых методик. Вот эти вопросы мы хотим обговаривать на нашем семинаре и попытаться подготовить молодое поколение к будущей работе. Тематика наших семинаров, она совершенно разнообразна, от социальной сферы до каких-то технических вопросов, связанных уже с конкретной экономикой. Это инклюзивная экономика, это вопросы занятости и адаптации молодежи на рынке труда, это практика изучения двуязычия и апсвара, это проблемы, связанные со здравоохранением, образованием и многие-многие другие. Сбор анкет мы начали с 1 апреля. Это будет работа продолжена до 1 августа, то есть принимать анкеты от интересующихся людей мы будем вплоть до 1 августа, потому что не одна целевая группа будет работать в этом семинаре, мы попытаемся собрать несколько групп по разным тематикам. Мы готовы хоть завтра приступить к работе уже первого семинара, если будет уже сформирована определенная группа. Срок полномочий депутатов Сухумского городского собрания истечет уже совсем скоро. 11 апреля пройдут выборы в органы местного самоуправления. Депутаты 6-го созыва столичного собрания на пресс-конференции подвели итоги работы. На вопросы журналистов отвечали председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Маршан, депутаты Инна Кварчи и Астамур Кутарба. О том, как оценивают депутаты свою работу, в репортаже Алики Трапш. Перед депутатами местного самоуправления стоят важные и ответственные задачи по решению актуальных проблем населения и обеспечению социально-экономического благополучия. На брифинге председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Маршан и депутаты Инна Кварчи и Астамур Кутарба рассказали, что мотивировало их баллотироваться в свое время и каких результатов они добились за 5 лет депутатской деятельности. К сожалению, не все инициативы мы воплотили в жизнь, но инициатив было на самом деле очень много. Они касались и поправок в закон об административно-территориальных единицах, они касались и местного референдума, они касались многих вещей, которые влияют на жизнь нашего города. Лично, что меня побудило, я вырос в городе, хотел там внести какую-то свою лепту в наш город, хотел что-то изменить, с такими мыслями шел. Сухумское городское собрание по мере возможности делало все для решения злободневных вопросов горожан. Другое дело, что, по словам депутатов, у горсобрания мало полномочий, чтобы решить многие проблемы. Зачастую решения собрания носят рекомендательный характер. Мы можем инициировать за неудовлетворительную работу, позвать начальника управления и ему вотум недоверия, допустим. Такая формулировка. Она тоже носит рекомендательный характер. Не захотел я, как глава администрации, убирать этого человека. Никто меня в данном случае не может заставить. То есть при утверждении кандидатуры мы даем свое согласие, а при его отстранении от должности с нами этот вопрос не согласовывается. Мы можем быть абсолютно удовлетворены тем, как он работает, но, опять же, глава администрации
с нами не согласовывает. Депутаты городского собрания работают исключительно на общественных началах. Они не получают зарплаты, кроме руководителя и нанятых сотрудников. Однако, по мнению председателя собрания Дмитрия Маршан, депутаты должны получать зарплату, чтобы все свое время посвящать решению проблем избирателей. В нынешнем созыве Сухумского городского собрания 25 депутатов, но уже на предстоящих выборах депутатских мест 19. Дмитрий Маршан рассказал об этой инициативе. Около 2000, там 2300, 2500 на округ. Это как бы не совсем большое количество людей. Это можно все равно работать с этими людьми. Поэтому, если в общем считать, то на каждого депутата количество избирателей немного увеличилось. Но мне кажется, что это для конкуренции, для конкурентной борьбы это лучше стало. Одной из проблем не только органов самоуправления, но и многих других госструктур является использование абхазского языка на заседаниях и в делопроизводстве. Как отметил, отвечая на наш вопрос, председатель собрания Дмитрий Маршан, использование русского языка необходимо, так как далеко не все депутаты владеют абхазским. Исходя из этого, мы проводили заседания, в своем большинстве на общедоступном языке, это на русском. А на абхазском говорили? На абхазском в полной мере нет. Нам остается надеяться, что депутаты следующего 7-го созыва будут использовать родной абхазский язык в полной мере, исполняя тем самым закон о государственном языке. К концу брифинга депутаты Дмитрий Маршан, Астамур Кутарба и Инна Кварчи сообщили, что никто из них вновь не баллотируется. Они также пожелали удачи кандидатам в депутаты городского собрания. Очень хочется, чтобы они были ответственны, чтобы они были постоянно в контакте со своими избирателями. И вот, пользуясь случаем, хочется обратиться тоже и к своим избирателям, в первую очередь с благодарностью за оказанное доверие. И пусть не судят строго за то, что не все обещанное было исполнено. На это были ряд объективных и субъективных причин. Но, однако, хочется сказать, что ни одно заявление, которое поступило лично на мое имя, оно не осталось без удовлетворения. Выборы депутатов Сухумского городского собрания пройдут 11 апреля. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Сухуми идет строительство множества объектов. Это положительный фактор, если бы не одно «но». Зачастую горожане без соответствующего разрешения незаконно пристраивают к многоэтажным квартирным домам различные пристройки. И большинство из них не соответствуют нормам безопасности и архитектурному облику города. Чем опасны такие нарушения? Куда можно обратиться, чтобы получить разрешение на строительство? И чем весь этот процесс может закончиться? Сразу после выпуска новостей смотрите специальный репортаж программы. А сейчас небольшой отрывок из него. Тема незаконного строительства в Сухуми стоит остро. Хаотичные объекты не только нарушают архитектурный облик города, но и нормы безопасности. Особенно плохи дела с пристройками к многоэтажным домам. Например, в этой пятиэтажке по улице Эшба пристроек становится все больше. Нарушений много, говорит главный архитектор города Сухум Светлана Шаменкова. Пустые пространства и окна, выходящие на улицу с межлестничных площадок, постепенно превращаются в дополнительные комнаты. А это значит, что коридоры в этом доме теперь без естественного освещения. При этом отсутствует дымоудаление, и в случае пожара жителям верхних этажей из здания не выбраться. Но это не единственная проблема. Некоторые пристройки здесь задевают систему подземных коммуникаций. В случае аварии в сетях устранить ее будет практически невозможно. Проводя сейчас пристройки и не обращая внимания на наличие подземных коммуникаций, мы, в принципе, подвергаем их разрушению. Эти коммуникации, которые потом нужно будет переносить или что-либо с ними делать. Потому что мы исключаем доступ к ремонту этих коммуникаций. Для чего делаются люки в коммуникации? Для того, чтобы можно было какой-то определенный период, промежуток трубы отремонтировать, прочистить его, устранить засор, и чтобы она нормально функционировала. В малом зале ЦВЗ открылась выставка под названием «Архитектура города. Проекты, идеи, перспективы». Участники инициативной группы «Хараха», коллеги-архитекторы, дизайнеры и урбанисты представили проекты по реставрации и восстановлению различных объектов в Сухуми и других городах Абхазии. На выставке побывала и наша съемочная группа. Репортажи из Мугуланзы.
Сухум – город с древнейшей историей. Крупные промышленники, купцы, представители интеллигенции строили здесь дома, виллы и гостиницы, формируя архитектурный облик столицы. Любое строение, возведенное столетия назад, является частичкой истории и культуры страны. Суть реставрации в том, чтобы восстановить памятник, сохранив при этом его аутентичность. Особняк князя Чачба, расположенный на улице Джанашия, яркий образец стиля модерн. В своем проекте архитектор Лана Чхинджерия пытается вернуть зданию его первоначальный исторический облик. Я думаю, у меня это получилось, так как я очистила открыла все балконы, заложенные окна раскрыла заново, воссоздала недостающие элементы. И, в принципе, я думаю, он приобрел свой исторический облик. Это компьютерная графика, использовались программы для 3D-моделирования, также для графические редакторы всякие и программы для очерчения. Еще один интересный проект – план озеленения Сухумской набережной. По мнению ландшафтного архитектора Налы Мирзаян, набережную можно дополнительно засадить кустами гортензии, магнолии, сливой, лимонами и даже мимозой. Он разрабатывался вместе с архитектурным бюро итальянским Ленда Милано. Мы приглашали сюда архитектора Андреа Сакипар. И вот он нам помогал с насыщением нашей бурной зеленой набережной красивыми, яркими, цветущими видами растений. Мы особо не поменяли проектную ситуацию и вообще архитектурно-планировочную ситуацию набережной, мы просто ее дополнили какими-то красиво цветущими элементами. И очень интересная зона получилась именно в зоне собачьего пляжа, которую мы благоустроили вот такими деревянными настилами, освещением, дорожками. И такие дорожки, которые еще и разработаны для маломобильных групп. Всего на выставке представлено 25 авторских проектов. Все они демонстрируют бережную реставрацию и реновацию зданий и публичных пространств в Сухуми и других городах Абхазии. Большая часть проектов разработана представителями общественной организации «Харахакалак». Это команда архитекторов, дизайнеров, инженеров и урбанистов, работающих над проектами по улучшению городской среды. Город должен развиваться. Вообще все не может быть стагнации даже в архитектуре. Как сделать так, чтобы старое и новое сочетались? Это есть проблема в Пицунде, такая проблема стоит в Гаграх, в Афоне, потому что сейчас такая эпоха, великая эпоха застроек, перестроек города. Все проекты, которые здесь представлены, главное условие было, чтобы они учитывали вот эту конфликтную чувствительность, учитывали бы сложившуюся архитектурную традицию и в то же время постройка новых зданий, чтобы она не диссонировала, а наоборот как-то потенцировала вот эту значимость и красоту того, что мы имеем. Выставка является частью проекта «Культурный перекресток», который реализуется в рамках программы поддержки гражданского общества по инициативе ЕС и ПРООН. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Делегация администрации города Сухум во главе с мэром Бесланом Эшба находится в Чувашской республике с рабочей поездкой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города Сухум. На 6 апреля намечено подписание соглашения об установлении побратимских отношений между столицей Чувашии, городом Чебоксары и Сухумом. Военнослужащие Министерства обороны Абхазии приступили к практической подготовке для участия в конкурсе «Саянский марш» в рамках армейских международных игр 2021. Об этом сообщается на сайте ведомства. Абхазские военнослужащие впервые будут участвовать в этих состязаниях. Участники конкурса должны иметь высокий уровень физической подготовки, отличные результаты по стрельбе из штатного оружия, а также освоить программу горной и горнолыжной подготовки. Всего в рамках армии 2021 планируется провести 34 конкурса в 15 странах при участии около 95 стран. Первый конкурс «Саянский марш» пройдет с 14 по 17 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки Иргаки.
За минувшие сутки на территории Абхазии зафиксированы и ликвидированы 3 пожара в частном секторе. Об этом сообщается на сайте МЧС. Поздно ночью 5 апреля в селе Бамбора Гудаутского района загорелся частный нежилой двухэтажный дом. К приезду пожарных крыша деревянного дома была полностью охвачена огнем. Пламя тушили 4 пожарных расчета пожарно-спасательной части города Гудаута. В результате происшествия строение выгорело частично. Накануне 4 апреля произошли еще 2 пожара. В частном двухэтажном доме в селе Приморское Гудаутского района произошло возгорание. Усилиями пожарных удалось локализовать возгорание, и огонь не распространился по другим помещениям. В результате выгорела 1 комната. Огонь ликвидирован силами 1 пожарного расчета. Пострадавших нет. Также 4 апреля в селе Цкибын Гулрыбского района загорелся частный двухэтажный дом. Усилиями 2 пожарных расчетов ПСЧ Гулрыбского района дом удалось спасти от полного выгорания. В результате пожара сгорело только чердачное помещение. Пострадавших нет. А сейчас о погоде. По сообщению синоптиков, во вторник, 6 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.